Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Пора нам елку наряжать. Мы сегодня купили елку. Дети собирали. Елку решили мы в этом году купить искусственную. Всем привет! Во-первых, каждый год можно поставить, не надо переживать, когда купить, сколько стоит цена. И еще неудобство, что быстро начинают падать иголки. Собираешь, они никак и не кончаются. Новый год уже приходит, уже сколько дней, месяц пройдет, все равно где-нибудь тебя уже находишь иголки. А это, любо глядеть, искусственная елка, пышная, интересная, 1,80 м. Купили мы за 2000. Цена нормальная. Вот в такой коробке мы покупали елку. Игрушки, конечно, я не помню, куда делать. Завтра надо будет на улицу выйти, посмотреть где-нибудь в хозблоке коробки. А сейчас мы начнем нарядить нашу елку. Сейчас дети собрали. Есть у нас немножко игрушки купленные. Вот эти игрушки мне подарила Альбина детишкам моим. У кого я елку покупала. Спасибо тебе, моя хорошая, большое. Это детишкам на Новый год она сделала подарок. И сама я купила еще тоже немножко игрушечек. Вот наряжайте. И остальные игрушки повесим завтра. У нас есть игрушки, но они где-то на улице, где у меня хозблок. Что, начинаем нарядить? Да. Давайте, наряжайте. Еще вот такую игрушку я купила. Одна игрушка сломалась. Где? Сломанная игрушка, да? Да. Ну ладно. Бывает. Вот какие красивые еще игрушки. Вот они. Красивые. Вот какая красота. Звездочка, да? Да. У нас еще есть гирлянда. Повесим гирлянду мы, да? Конечно. Вот какие шишки красивые. Золотые. Владислав у нас немножко приболел. Мы на больничном. Он сегодня не смог даже поехать на экзамен музыкальным. Я позвонила, сказала преподавателю. Она сказала, что он учится хорошо, поставим ему экзамен автоматом. Он молодец. Да? Температура большая. Сейчас ходит инфекция. Многие дети болеют в школе. Мы лечимся успешно. А вы, мои хорошие, наверное, давно нарядили елку. А у нас вот так. Осталось 10-11 дней до Нового года. И мы только-только наряжаем. В прошлом году у нас елка начала быстро сыпаться, потому что дома у нас тепло. Сохнет. Кто-то, наверное, сажает ведро. Были такие советы, но мы так не стали.
И нам быстрее хотелось вынести елку на улицу, потому что очень-очень елка сыпалась. Да, действительно, лучше искусственную елку купить, чем каждый год покупать живую елку и выкидывать. Ну, конечно, у нас безотходное производство, у нас могут козы съесть елку. В прошлом году так и сделали. Что вы мучаете котенка? Нормально все. А? Нормально все. Арчи какой ласковый у нас. Да? Вот мы нарядили елку и повесили гирлянду. Завтра принесу остатки игрушек и до конца нарядим. Сейчас мы зажгем гирлянду. Посмотрим, как у нас горит, работает ли у нас гирлянда. Что надо говорить. Когда вы были маленькими, я каждый год вам наряжала елку. И вы скакали, плясали около елки. И каждый день подсматривали под елку, что там есть. Они каждый день подглядывали. Поэтому мне пришлось каждый день что-нибудь подкладывать ночью. Давайте. Раз, два, три. Елочка горит. О, какая красота! Вот какая красота. Сейчас выключим свет. Как у нас будет? Вот. Давай-ка. Делай-ка. Ага, вон как горит. Красота, да? Угу. В прошлом году я покупала 50-метровую вот такую уличную гирлянду. У нас все сохранилось. Вот специально колесо я намотала после праздника и убирала. Вот. Завтра с ребятишками повесим эту гирлянду на улице. Мне свою комнату надо. Я сделала себе хороший подарок. Ну, конечно, на Новый год. Себя, любимую, не надо без подарка оставить. Это очень нужная вещь. Вот такие скандинавские палки я себе купила. Стоит 1020 рублей. Я заказала в Алберсе. Я уже 3 дня ходила. Мне очень нравится. Пока я ездила на машине, я привыкла кататься. Пешком мне совершенно не хочется ходить. Даже магазин где-то вот 500-600 метров, наверное, мне не хочется туда идти пешком. Вот так ленюсь. И есть, конечно, у меня еще одышки. А с этими палками мне вообще хорошо. Я хожу. Я километров 5 в день прохожу уже. Они очень хорошие. Мне понравились. Вроде металл хороший. Вот здесь есть регулятор роста. Вот мне нравится. Я на свежем воздухе. Сегодня Сабину отвезла на лыжную тренировку. Сама не стала на лыжи кататься. Там кругом хвойные деревья. Я ходила с палками. Я нисколько не уставала. Знаете, там какая красота. И воздух такой свежий и чистый. Вот буду ходить. Сегодня я уже ходила. Когда мне даже лень сильно. Или устаю я за целый день. Все-таки большое или маленькое хозяйство, все равно каждый день на ногах. Надо готовить, убираться, стирать, гладить и так далее. Я, бывает, устаю сильно, ходить не хочется, уже хочется просто лежать. И я думаю, полежу немножко и думаю, Улянза, моя хорошая, для чего ты палки купила? Чтобы выздоравливать. Теперь, моя хорошая, вставай потихоньку, потеплее одевайся и иди вперед.
Вот так я себя балую, ласкаю, и я выхожу гулять. И потом прихожу, так хорошо на улице, и работоспособность появляется, и начинаю что-то делать. Телевизор смотрю, глажу, или готовлю, или убираюсь, или что-то начинаю делать. В хозяйстве же дома всегда что-то можно делать. Не полежишь, не посидишь просто так. Ну вот, мои хорошие, я немножко с вами поговорила. Мне стало очень хорошо. Часто снимать ролик не приходится. От сестричек моих вам большой привет. Они живы-здоровы, все нормально. Недавно я ездила в деревню, навестила сестру. Ролик снимать не стала. Ну, короче, у нее все хорошо. Я показала ей свои палки. Наверное, придется ей тоже купить. У нее глаза тоже загорелись. Но она подумает, потом мне скажет, я закажу ей. Чё? Скоро Новый год, что-то настроение новогоднее почему-то нету. Не знаю почему, не могу сказать. Или на душе неспокойно, поэтому что ли, или у меня ребеночек заболел, что-то грустновато. Но, хотя грустно, но елку надо наряжать для детей. Вот какая елка у нас появилась, красивая. Нам нравится, конечно. Детишки пусть радуются. Я думаю, эта елка нам будет надолго уже. Ну, я, в крайней мере, знаю, что после Нового года мы аккуратненько коробку складываем, убираем. Я уже знаю, что выкидывать не будем. Ну, как ваши настроения, мои хорошие? Наверное, все уже елку нарядили. Наверное, мы самые последние наряжаем елку. Ну, вот так опоздали мы. Вот. Елку поздно купили. Мы думали, какую елку нам купить. Подъехали в магазин, где елки продают. Там есть и такие елки искусственные, и натуральные елки есть. Натуральные елки от 600 рублей. Тоже где-то 1,80 м. Но такие пышные, чем в прошлом году. В прошлом году тоже мы у Альбины купили. И в этом году искусственную елку там купили. Мы подошли с Владиком и говорю, выбирай, какую елку хочет. Он сразу, видимо, посоветовался с братом и сразу сказал, искусственную. Я, конечно, думала, купим натуральную елку. Ну ладно. Пусть будет так, как дети хотят. Пусть они радуются, пусть им будет весело. Пусть будет им комфортно, пусть они празднуют. Пусть они встречают Новый год. Хорошо. Ну, а теперь будут смотреть под елку, ждать подарки. А подарок, я не знаю, что им подарить. У них все есть. Буквально абсолютно все есть. Я у них спрашиваю, может, кому-то что-то надо, нужную вещь. Вот они у меня думают, вот им ни игрушек, ничего такого, ни сладостей, им ничего не надо. Сладости постоянно дома, фрукты постоянно тоже дома. Если что, я им даю на карманные расходы деньги. Они, что им надо, в магазин сходят, покупают. Но этот раз я даже не знаю, что им купить. Я даже говорю, может, вам в этом году Дедушка Мороз деньгами подарит? Но они говорят, не знаю, как хочет Дедушка Мороз. Пусть решает сам. Вот так, Дедушка Мороз пусть решает сам, что моим детишкам подарить. Мои детишки. Скоро Новый год, 2023 год, год кролика. Пусть год кролика нам принесет здоровье, радости, мира, счастья, улыбок, любовь, уважение.
взаимопонимания. Всем пока-пока. До следующих встреч.